والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Джувейрия бинт аль-Харис. Джувейрия бинт аль-Харис. Она сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Лакад культу ба'даки арба'a калиматин, лавузинат бима культи мунзу льяум, лавазанатхун. Субханаллахи ва бихамди адада халькихи, ва рида нафсихи, ва зината аршихи, ва мидада калиматихи». Так пророк алейхиссалату вассалям сказал ей: «Я после того, как ушел от тебя, произнес 4 слова. Если эти 4 слова взвесить, то они будут равны по своему весу тому же, что ты произнесла сегодня, в течение этого дня». Всего 4 слова. Какие? «Субханаллахи ва бихамдихи», пресвят Аллах и хвала Ему, «адада халькихи», в количестве Его творений, «варида нафсихи», так как Он доволен, «вазината аршихи», по весу Его престола, «вамидада калиматихи», по количеству Его чернил, которые нужно для записи Его слов. Итак, этот хадис, который передал имам Муслим. Кто такая Джувейрия бинт аль-Харис? Джувейрия бинт аль-Харис, кто это? Жена. Да, это жена пророка, алейхиссалату вассалям. Она начала утром, пророк, алейхиссалату вассалям, когда ушел от нее, она начала с этого времени произносить тасбих, произносить слова тасбиха, другие зикры. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся, уже было время духа, и увидел, что она все еще что произносит зикр. Тогда он указал ей на эти слова, как бы указывая ей на это облегчение, что если ты скажешь вот эти слова, то ты получишь такую же награду, которую ты получила за те слова, которые ты произносила в течение вот этого длительного времени. Ты можешь произнести эти слова, и у тебя появится время для каких-то других видов поклонения. В том числе поклонение может быть для женщины, если она занимается домашними делами ради Аллаха субхану ва тааля, потому что она что, попечительница, да, в доме своего мужа. Эти 4 слова сказано арбау калимат. Посмотрите, арабское слово калима. Что такое калима? Вот это слово калима имеет разные значения, в зависимости от того, кем употребляется слово калима, смотря в какой области. Если взять науку наху, арабскую науку наху, хорошо, то там калима. Что такое калима? Калима – это отдельное слово, хорошо, как, например, бейт, дом, хорошо, или раджуль, хорошо, мужчина и так далее. То есть отдельные какие-то слова, которые не являются составными. Вот это вот что? Калима в арабском языке. Ну, приблизительно то же самое, что в русском языке, да, слово, отдельное слово, лексема. А с точки зрения терминологии шариатской и языка самого арабов, что такое калима? Калима – это не обязательно вот это одно слово. Более того, это не одно слово какое-то просто. Хорошо? А это какая-то фраза, которая имеет законченный смысл. Вот что такое калима. И в данном случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит 4 калима. Калима здесь что? То есть 4 слова, вот таких вот отдельных каких-то несоставных слов, без какого-то законченного смысла, дом там еще что-то. Нет, это что? Это фраза, которая имеет смысл, законченный смысл. Так в шариате, так в арабском языке. Калима означает что? Фразу, предложение, закончен каким-то смыслом. А в нахве, да, в нахве это калима, это то, что у нас лексема, хорошо, слово одно. Аллах субхану ва тааля, например, говорит в Коране, посмотрите, сура Аль-Му'минун, «Хатта иза джаа ахадахумул мауту каля рабби рджи'ун». Когда приходит кому-то из них смерть, он говорит: «О Господь мой, верни меня». Рджи'ун. «Ле'алли а'малу салихан фима таракт». Может быть, я буду совершать благие дела в этой оставшейся мне части жизни, если я буду возвращен.
И Аллах Субхану Тааля говорит: «Калла иннаха калиматун хуа каилюа». Нет, нет никакого возвращения. Это лишь слово, калима, которое он произносит. Под словом что подразумевается здесь? Это фраза «Рабби ирджиун», «О Господь мой, верни меня», возможно, я буду делать праведные деяния. Видите, слово. Так и здесь тоже. Так 4 слова: «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахи ва бихамдихи», «Пресвят Аллах и хвала Ему». Дальше сказано «Адада хальки», по количеству Его творения. Сколько творений у Аллаха Субхану ва Тааля. Знает их число только Всевышний Аллах. Представьте величие этого зикра, вот этих слов, которым научил пророк алейхиссалату вассалям. Сколько творений, творения все восславляют Аллаха Субхану ва Тааля. Либо языками восславляют Аллаха Субхану ва Тааля, как это делают верующие люди, делают верующие джинны, как это делают ангелы. И восславляют, что своим состоянием. Тоже восславляют Аллах Субхану ва Тааля. Эти все творения восславляют Аллах Субхану ва Тааля, делают тасбих. И пусть Аллаху будет такое восславление, такое восхваление по количеству Его творений. Дальше сказано «Варида нафсихи», так как доволен Он. Ты сможешь сказать столько зикров, столько восславить Аллаха, столько восхвалить Его, чтобы ты смог на самом деле по достоинству отблагодарить Аллаха и восславить Его, и восхвалить Его никогда не сможешь. Хорошо? Это зикр, посмотрите, сказано по тому, как доволен сам Аллах Субхану Тааля в таком количестве. Так, пусть будет Ему тасбих, пусть будет Ему хамд. Посмотрите величие этого зикра. Мне приказано восхвалять Его, восславлять Его. Да, конечно, я не смогу восславить Аллаха, как это подобает. Не смогу восхвалить Его, как подобает. Но я делаю это, чтобы был доволен Аллах Субхану ва Тааля. Ради довольства Его. Дальше. «Вазината аршихи», по весу престола Его. Представьте себе престол Аллаха Субхану ва Тааля. Представить себе величие, грандиозность престола невозможно. Поэтому говорит Ибн Аббас: «Ла юкаддиру кадраху илля Аллах». Знать величие этого престола может только Аллах. Оценить его грандиозность, говорит Ибн Аббас, может только Аллах. Чтобы немножко понять грандиозность, достаточно услышать этот хадис. Сказано, что 7 небес и 7 земель по сравнению с подножием аль-Курси, подножием престола, Курси, по сравнению с подножием, что они, если не наподобие, сказано, халька, то есть колечко, маленького колечка от кольчуги, вот это кольцо, от кольчуги, какие вот маленькие колечки, которое брошено фи фалат мин аль-ард, на равнину большую на земле. Вот эти 7 небес, 7 земель по сравнению с Курси, вот так, как это колечко, брошенное в равнину. А это Курси. Это Курси, это подножие престола. А дальше сказано «Фадлу аль-арши аля-аль-Курси ка фадли аль-фаляти аля-хазиль». А превосходство теперь аль-арш аля-аль-Курси, превосходство престола теперь над подножием, как превосходство вот этой, как превосходство аль-Курси над чем? Кафадли Курси, как превосходство Курси над 7 небесами и 7 землями. Представьте, как превосходство равнины над этим колечком. Тогда что можно сказать про Арш теперь? Величие Курси, а потом представьте себе величие Арша. А Аллах Субхану ва Тааля, Аллах, который над престолом, «Вамидада калимати», и дальше сказано, Субханаллах бихамди, по количеству чернил, которые нужны для записи Его слов. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куль лау кана аль-бахру мидадан ли калимати Рабби, ланафида аль-бахру кабла ан танфада калимату Рабби». Скажи, если бы все море, то есть все моря, какие есть на земле, все океаны, все моря, были бы чернилами для записи слов моего Господа, ланафида аль-бахр, то иссякло бы это море, все, море чернил, кабля антанфада калимату Рабби, до того, как иссякнут слова моего Господа. И как сказано в другом аяте, что если бы все деревья мира, они стали бы письменными тростями. А если ко всем морям мира еще добавить столько же, 7 морей, таких же, манафидат калиматуллах, то не иссякли бы слова Аллаха. Представьте, сколько
слов Аллаха Субхану Тааля, сколько чернил нужно для записи слов Аллаха Субхану Тааля. Так, сказано, этот тасбих, который здесь, что пусть он будет по количеству вот этих вот чернил. Поэтому этот тасбих, который здесь упомянул пророк алейхиссалату в этом хадисе, это великий тасбих. Это великое восславление Аллаха Субхану Тааля. Великое, посмотрите, и по количеству, и по качеству. По количеству, что на это указывает нам? По количеству? Адада халькихи сказано. По количеству его творений. Да, это что? Камия. Это по количеству. На кейфия, на качество, что указывает? Рида нафсихи. Так, как он доволен. Как? Какой тасбих? Так, как доволен Аллах Субхану Тааля. Итак, это великий тасбих, великий зикр по своему количеству и по своему качеству. На качество указывает, в частности, что? Адада хальки, по количеству творений, да, зинат арши, по весу престола его, и последнее, по количеству чернил, необходимо для записи слов Аллаха Субхану Тааля. А на кейфие, на качество указывает, что на величие качества этого зикра указывает, что? Рида нафсихи, по тому, как доволен Аллах Субхану Тааля, так, как доволен. Так, в этом хадисе выводы, что иногда какие-то слова, несмотря на то, что они небольшие по своему объему, за них от Аллаха Субхану Тааля большая награда, и эти малые слова по своему объему, небольшие, могут что заменить собой, как бы человек, произнеся их, что получит замену большому количеству слов. Как в данном случае? Что говорит пророк саллаллаху ей, Джувайри, он говорит, я после тебя, после того, как ушел от тебя, произнес эти 4 слова, и они по весу своему, как то, что ты произнесла. А она произнесла много. Представьте, это время после намаза фаджр, пока пророк саллаллаху пришел. Другой вывод из этого хадиса касается акиды. Ну, во-первых, калям, слова, речь, она не одинаковая. Речь, она отличается друг от друга по своему достоинству. Одна речь лучше другой речи. Одни слова лучше других слов. Слова могут отличаться друг от друга, превосходить друг друга, в зависимости от того, кто произносит эти слова. Правильно? В зависимости от произносящего. От того, каков смысл этих слов, что означают эти слова. От того, как произносятся эти слова, насколько красноречивы эти слова. Вот так вот слова, что они не одинаковые. По красноречию, по доходчивости их, по степени влияния их на людей, по тому, кто произнес, по смыслу слова, что речи разные. Но почему мы говорим, этот вывод касается акиды? А то, что слова Аллаха Субхану Тааля, они тоже отличаются друг от друга по своему достоинству. Хорошо? А скажем точнее, если взять Коран, все аяты Корана, все слова Корана, это чьи слова? Слова Аллаха Субхану Тааля. Можно ли сказать, что какие-то аяты, какие-то суры превосходят другие аяты, превосходят другие суры? Да. Вот здесь мы скажем, смотря о чем вы говорите. С точки зрения того, кто произносит эти слова, все аяты, все суры, все слова Корана, они что, одинаковы по своему достоинству. С точки зрения того, кто произносит, потому что все это слова Аллаха Субхану Тааля. Здесь они по достоинству все одинаковы. Что же касается смысла тех или иных аятов и сур, или того, как они влияют на сердца людей, то здесь что? Отличаются они по своему достоинству. Поэтому сказано, что аят аль-Курси это самый великий аят в Коране. И сказано, что сура аль-Фатиха это самая лучшая сура в Коране и предшествующих писаниях, если взять все писания Аллаха Субхану Тааля. Итак, поэтому те, которые говорят, слова Аллаха все одинаковые, нет превосходства одних перед другими, они что, если просто так говорят, в общем, это что? Ошибка. Те, которые говорят, наоборот, что все слова, они что превосходят друга, обязательно всегда какие-то слова превосходят другие, тоже что? Ошибка.
Как правильно сказать, если речь идет о том, кто произнес, то они все одинаковы по своему достоинству. Если речь идет о влиянии, о смысле и так далее, то, конечно, они не одинаковы. Если какой-то аят или сура рассказывает об атрибутах Аллаха, о таухиде, о самом Аллахе Субхану ва Тааля, конечно же, что по своему достоинству, по смыслу это выше, чем, например, рассказ о чем-то другом, о разводе, например, или еще о чем-то. Правильно? И люди знают, что некоторые суры, аяты особо влияют на сердца людей. Оказывают особое влияние на тех, кто читает или слушает. Итак, вот это вот тоже убеждение Ахлю-Сунна валь Джамаа. Итак, Коран, он что? Не одинаков по достоинству сур аятов, если говорить о смысле сур аятов и о степени влияния. Если говорить о том, кто их произнес, то тогда одинаково по достоинству. Дальше. Хадис указывает нам на то, что человек должен побольше произносить вот эти вот слова. Я надеюсь, что к следующему уроку те, кто не знает эти слова, их выучат, иншаллаху та'аля. Потому что слова действительно они легкие для того, чтобы их выучить. Правильно? Дальше. В этом хадисе есть другой важный вывод, касающийся акида Ахлю-Сунна валь Джамаа. То, что Аллах Субхану ва Тааля есть атрибут довольства. Аллах бывает доволен, или наоборот, Аллах гневается. Это рида и аль-гадаб. Довольство и гнев Аллаха Субхану ва Тааля, атрибуты Всевышнего Аллаха, они у него таковы, что соответствуют его, Субхану ва Тааля, достоинству, его величию. К сожалению, заблудшие группы, они говорят, нет такого атрибута довольства у Аллаха Субхану ва Тааля, нет атрибута гнев. Гнев это просто наказание, имеется в виду Аллаха, довольство это имеется в виду награда от Аллаха Субхану ва Тааля. Мы скажем награда или наоборот наказание, это то, что вытекает уже из довольства и гнева. Хорошо? Довольство и гнев это атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, атрибуты действия. Почему заблудшие группы отрицают этот атрибут? Довольство или гнев? И почему имам ат-Тахави, например, в своей акиде указывает на необходимость веры в эти атрибуты? Или имам Абу Ханифа и другие в своих трактатах по акиде. Почему? Почему заблудшие говорят, что нет, у Аллаха нет этих атрибутов, довольство и гнев? Потому что они говорят, эти вещи, довольство или гнев, это нечто, что происходит в связи с какими-то причинами. То есть человек делает что-то хорошее, и потом, что Аллах Субхану ва Тааля доволен. То есть они говорят, Творец, значит, изменяется, происходит нечто новое с ним, а с ним новое происходить не может, изменяться не может он, поэтому отрицаем подобные атрибуты. Итак, пользуясь этим ложным, вздорным правилом, они отрицают многие аяты, многие хадисы, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Но, как мы говорим, мы описываем Аллаха так, как Он описал себя. Аллах бывает доволен, и Аллах гневается. Дальше сказано «Рида нафсихи», так как доволен Он сам, нафс. Сказано нафс. У Аллаха есть нафс. Хорошо, но что значит нафс? Нафс это то же самое, что зат. Нафс то есть сущность. Сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Сам Аллах Субхану ва Тааля. Понятно? Дальше сказано по весу Его престола. Тоже очень важно на самом деле. Вывод, касающийся акиды, а именно, что престол это не просто какое-то смысловое понятие, как некоторые говорят, что престол это знание Аллаха и всякие дают такие-то все. Нет, престол это что? Нечто действительно реально существующее творение, хорошо? Потому что сказано, что вес у него есть, хорошо? Поэтому это не знание и не что-то, это действительно реально существующее творение, престол Аллаха Субхану ва Тааля, самое великое творение. И хадис указывает нам на величие престола Аллаха Субхану ва Тааля. А что указывает еще нам здесь, в этом хадисе, на его величие? Что? Посмотрите, если Аллах Субхану ва Тааля в Коране что-то относит к себе, то это всегда указывает на величие этого, на почетность этого. Сказано про верблюдицу Салиха, как? Накатуллах, верблюдица Аллаха. Почему верблюдица Аллаха? Это указывает на ее почетное положение. Про Каабу сказано что? Бейтуллах, дом Аллаха. Почему дом Аллаха? Почему относят к Аллаху? Указывает на ее положение. Абдуллах, раб Аллаха, сказано про пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Коране. Указание на его высокое положение и достоинство. Так и здесь сказано арш, арши, то есть его престол. Престол Аллаха указывает на величие престола. И в этом хадисе указание на то, что слова Аллаха Субхану ва Тааля счета им нет. Хорошо? Счета им нет. И еще один вывод в этом хадисе. Аллах Субхану ва Тааля, у него есть такое качество, такой атрибут, как речь. Аллах Субхану ва Тааля говорит. Вообще, собственно говоря, в умме
Нет такой группы, которая бы отрицала, что у Аллаха Субхану Тааля есть речь. Калям. Нет такой группы. Другое дело, что понимание того, что такое речь. Вот здесь вот есть что заблудшая группа. Есть те группы, собственно говоря, 3 направления есть здесь в уме. Это му'тазилиты, джахмиты, это ашариты, им подобные, куллабиты, ашариты, им подобные. Хорошо, это ахлю сунна валь джамаа. Что касается джахмитов, му'тазилитов, то они говорят, калям, речь Аллаха, это то, что сотворил Аллах Субхану Тааля. Она сотворена. Вот Аллах творит вот такие вот слова, которые называются его речью. Большое заблуждение джахмитов, му'тазилитов. Что касается куллабитов, ашаритов, матуридитов, то они что говорят? Речь Аллаха это что лишь внутренние смыслы, которые есть у Аллаха, внутренние смыслы. Хорошо? Как бы в душе Аллаха, у Аллаха Субхану Тааля. Но это не что-то, что слышали творения от Аллаха Субхану Тааля. Что касается ахлю сунна валь джамаа, то ахлю сунна валь джамаа говорят, Аллах говорит с кем хочет, как хочет, когда хочет. Хорошо? Аллах Субхану Тааля говорит, что хочет, с кем хочет, когда хочет и как хочет. И речь его это и смыслы, и слова, слышимые. Аллах Субхану Тааля говорил с творениями своими, и слышали его слова, те творения, для которых Аллах Субхану Тааля пожелал, чтобы они слышали его речь. Например, Муса, алейхиссалям, калимуллах, тот, с кем разговаривал Аллах Субхану Тааля. Посмотрите, в суре Таха, Аллах Субхану Тааля говорит Мусе, алейхиссалям, «Вама тилька би яминика, я Муса». Что это в твоей руке правой, о Муса? Он отвечает Муса, алейхиссалям, это палка моя, трость, посох, посредством которого я сбиваю листья для своего скота. И другая польза тоже есть для меня в этом посохе, отвечает Муса, алейхиссалям. Аллах Субхану Тааля говорит, «Каля», сказано, Аллах говорит, «Аль-киха, я Муса», брось этот свой посох, о Муса. Сказано дальше, он бросил, и вот она превратилась в змею, которая движется. И дальше сказано, что Аллах говорит, «Хузха валя тахаф», возьми ее и не бойся, сануидуха сиратаха аль-уля, мы вернем ее в прежнее состояние. То есть эта змея опять станет палка, опять станет трость. Посмотрите, это что? Это диалог. Аллах Субхану Тааля говорит, беседует с Муса, алейхиссалям. Итак, это непреложный, на самом деле, догмат. Догмат убеждения Расула валь джамаа. Аллах Субхану Тааля имеет речь, и его речь это и смыслы, и слова, слышимые слова, слышали их те творения, для которых Аллах Субхану Тааля пожелал это. Это что касается данного хадиса.